Приветствуем зрителей телеканала ТНБ. Сегодня мы берем интервью у велосипедиста Ильнура Закарина. Он из Татарстана и на данный момент проживает на Кипре, и он будет участвовать во всемирно известной велогонке Тур де Франс. Здравствуйте, Ильнур. Да, здравствуйте, Регина. Хотелось бы начать диалог с такого вопроса, что расскажите о своей карьере, как вы начинали, да, и чем вас привлек, скажем, непопулярный такой спорт, велоспорт в России. В 12 лет я начал заниматься велоспортом. Как и раньше, ходили тренера по школам, по классам и приглашали там всякие кружки, да, там на бег, плавание и велосипед. И мы всем классом, там нас человек 20, мы сразу пошли в велоспорт, потому что раньше спортивных велосипедов-то и в семьях не было. И нам было это ново попробовать. И помню, мы пришли, и был такой ажиотаж, было очень много народу заниматься именно велоспортом. И меня сначала не взяли, потому что надо было пробежать 300 метров вокруг стадиона, и там первые 50 человек брали, я вот не попал в эти 50. И как-то помню, меня это смотивировало, и я перед школой вставал там в 6 утра, бежал на лесопосадку, которая у нас на ГЭСе, да, находится. И там бегал, наверное, месяца 3 перед школой, потом прибежал и, в принципе, выиграл даже эти соревнования по бегу в велоспорте. И меня взяли. Я подтянул и бег после этого, бежал соревнования за школу даже. Занял 3-е место, помню, по городу, по школам, по бегу. И вот после этого завертелось, пришел велоспорт. И с 12 лет я занимаюсь этим спортом. В России он, да, очень непопулярный, но в мире, в Европе очень известный, наверное, после футбола сразу идет велоспорт. Я сейчас нахожусь в Ливении, и тут прям очень-очень много велосипедистов. То есть это любители или вот профессионалы, как вы? Любителей тоже много, но большой части профессионалы, потому что был карантин, все сидели дома, и за счет вот высокогорья надо форсировать, приходить быстрее в форму, и вот все сидят в высокогорье сейчас. Ильнур, вы именно поэтому выбрали проживание на Кипре вот в последние годы? То есть повлияло то, что там есть возможность, больше возможности заниматься именно вот этим видом спорта? Да, я последние 7 лет живу там, и почему я там живу? Потому что там постоянно хорошая погода, не как в России, да, у нас зима, осень, весна, лето, а там постоянно практически одна температура, и горы, и водители чуть-чуть поадекватнее, да, они понимают, что такое спорт, что такое велоспорт, и всячески там объезжают тебя, там кричат тебе что-то, да, хорошее, там пожелание хорошего дня. И вот как-то я там вот остался. Ильнур, мы знаем последнюю ситуацию, да, которая происходит в мире. Вот, хочется спросить, как вы пережили первый этап пандемии коронавируса? Как 2 месяца, как все только началось, мы с Кипра с семьей прилетели в Россию, потому что у нас там и родители живут, все друзья, и хотелось в такие, ну, трудные дни находиться рядышком. И после 2 месяцев мы прилетели на Кипр с семьей, потому что нужно было уже нормально тренироваться. Там на Кипре сняли какие-то уже ограничения, можно было спокойно тренироваться. И вот прилетели на Кипр, взяли тесты, посидели 2 недели на карантине, и, в принципе, вот все хорошо прошло. Расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка к вот, велогонке Тур де Франс, в которой вы собираетесь участвовать в этом году? Да, я думаю, все хорошо проходит, потому что я был на Кипре там 40-50 дней, пришел в себя, и сейчас мы прилетели в Италию, в высокогорье с семьей, и тут мы пробудем 3 недели, и потом уже начнутся, если все в порядке будет, соревнования. Я еду тур Польши сначала, самая важная гонка одна из важных гонок для Вы нашей команды. представляете эту команду, насколько мы знаем. Да, польскую команду. Потом Тур де Франс и Вольта Испании.
Мгм, мгм. То есть вы сейчас находитесь в Италии, у вас там проходят тренировки? Э, да, у нас проходят тренировки. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот есть такое мнение, что спортсмены суеверные. Вот вы суеверный человек? Нет, вообще абсолютно такого ничего нету. То Все есть у вас нормально. не существует каких-то определенных ритуалов перед соревнованиями? Да нет, у каждого спортсмена по-разному. Кто-то новую форму, да, не одевает перед стартом, ее обкатывает. Кто-то там с вечера номера колет, кто-то там ложится пораньше, чтобы там, ну, я не знаю, там всякие ритуалы. Но у меня вроде все нормально, отношусь как к работе и как хобби, как увлечение. Начинаю день, и все как обычно. Ильнур, а какие еще есть соревнования? Вот вы упомянули еще испанские, да, велогонки, помимо Тур де Франс. То есть вот так как мы находимся в России, мы мало знаем, опять-таки, о велоспорте. Расскажите, пожалуйста. Ну, в России у нас, тоже много любителей. Я вот встречаюсь иногда в Москве, мы там, целые бары снимаем, и там прям приходит очень много народу. Когда я еду в соревнования, все там собираются в барах и смотрят эти трансляции, потом скидывают свои эмоции. То есть у нас, тоже достаточно, любителей велоспорта. А по соревнованиям у нас, во время карантина не было соревнований. То есть вот эти все соревнования, которые, растянуты на год, их, совместили на 3 месяца или на 4. Да, на 4 месяца. И вот у нас сейчас 4 месяца, с 1 августа прям каждый день практически гонки до ноября будут, чтобы не Ничего обидеть себе. каких-то организаторов, которые готовились, да. И вот 4 месяца у нас сейчас будет прям каждый день соревнований. А сколько их в год всего проходит? Вот не говоря о ситуации нашей нынешней. Очень много соревнований. Вот, допустим, у меня в том году было 90 стартов или 86. Ничего себе. А почему вы выступаете за Польшу? Ну, я выступал за российские команды, потом наша российская команда стала швейцарская, и я там был около 6 лет в этой команде и решил поменять. Поговорили с менеджерами, они начали искать какие-то команды, предложения, и из того, что есть, мне понравилась вот эта польская команда. Она раньше называлась BMC, и титульный спонсор Чи, вот эта польская, выкупила ее. И мне очень нравится эта команда, все профессионально, все так слаженно. Там половина персонала, массажисты, механики и прочие, они американцы, то есть костяк остался с прошлой команды. И вот, в принципе, мне очень нравится команда. Мгм, мгм. То есть вы пока не планируете переходить в какую-нибудь другую, за другую страну? Но там есть некие нюансы. Говорят, ну, уже объявили, что на следующий год Чичичи, он уходит, из команды, потому что, ну, кризис, у него все-таки продажи там, ритейлы. И сейчас ищут спонсора, будет видно чуть попозже. Ага, то есть есть вероятность того, что вы будете в другой команде участвовать. Да, есть вероятность. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот есть ли у вас, так скажем, враг в велоспорте? Ну, то есть тот человек, с кем вы соревнуетесь, и думаете, вот я хочу его обогнать во время соревнований. Да нет, в принципе-то мы, все соревнования, они вот есть у нас, горные гонщики, да, которые полегче и там в горах побыстрее едут. Есть спринтера, они в основном там на севере Европы гоняются, они там спринтера, большие, мышцастые, и мы с ними редко видимся. И вот, в принципе, вот эти гран-туры, гонки горные, когда мы едем, в принципе, почти всегда одни и те же 200 человек, там иногда меняются. И такого врага нету. Все Мгм. едем, кто ни с кем не ругается. Вы сказали, что вы 6 лет были в российской команде. Сразу назревает вопрос, вот есть ли поддержка в России вот велогонщиков, то есть какие-то площадки для занятий. Опять-таки, учитывая то, что в нашей стране этот спорт не популярен.
не популярен. У нас есть треки, также в Туле, в Москве. Там занимается очень много людей. В Питере обязательно забыл упомянуть. Все занимаются, а вот для шоссе у нас, да, нету площадок, нету соревнований, нету поддержки и, ну, тяжеловато, да, велоспорту именно на шоссе. На треке, наверное, все как-то гораздо попроще. У них и от федерации есть поддержка, они по линии сборной ездят соревнования, у них есть площадки, ну, чуть-чуть получше, я думаю, чем на шоссе. Ильнур, вот вы сами из Набережных Челнов, и нет ли у вас задумки, не знаю, может быть, в будущем, вот создать для ребят, которые бы хотели тоже заниматься велогонками, вот, чтобы вы создали сами условия для занятия этим спортом в вашем родном, не знаю, в городе Набережные Челны или же в Казани, да, в Татарстане? Именно про велоспорт, я думаю, нет, потому что трек строить — это очень дорого, там от 2 миллионов евро, наверное, стоит. Строить какие-то площадки, трассы строить, ну, это один человек этого не может сделать. Я, в принципе, хочу развивать спорт. Наверное, в Челнах и в регионе мы сейчас с братом строим, ну, достраиваем уже футбольный манеж. Но он такой большой будет, мини-футбол. И я думаю, что, построив его, я как-то помогу чуть развить спорт в нашем городе. Каково отношение к российским спортсменам на международных соревнованиях вот после скандала с Русадой, который мы знаем, да, о допингах? Не могу говорить о других видах спорта, да, но у нас в велоспорте абсолютно нет такого, что русский, бельгиец там или итальянец. То есть все равны, мы все проверяемся ВАДой, не РУСАДой, да. То есть у нас система Адамс. Я живу за границей, ко мне приезжают там те же греки, когда я на Кипре живу, проверяют меня. И постоянно там берут анализы за сколько там. Когда я только начал выигрывать соревнования, помню, первый месяц мне взяли около 20 тестов за один месяц. Это практически каждый день. Чего И себе. все отрицательные, и, ну, ни у кого никаких вопросов не возникает точно. Ильнур, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете велосипедную инфраструктуру в Татарстане? Я знаю, что в Альметьевске прям очень сильно занимаются этим. Я прям горжусь. У них там и команда есть «Татнефть», и трасса именно для занятий велоспортом. Вот я думаю, Альметьевск и единственный город, который прям сильно занимается инфраструктурой в своем городе. У нас в Челнах ну, нету трасс. Есть трассы, они там в лесу проходят, там маленькие. То есть я сейчас 2 месяца находился, выезжал на тренировку, и было, ну, страшно опасно, потому что там и даже не по федеральным дорогам ездит много машин, но и опасно, да. Мгм, мгм. Ильнур, такой вопрос. Вы бы посоветовали женщинам, девушкам заниматься вот велогонками, велоспортом вообще? Велогонками не знаю, но именно любительским спортом обязательно, потому что это и здоровье, и оно потом затягивает, становится хобби. Но это круто заниматься чем-то. Именно если про девушек говорить, а вот именно сейчас бизнесмены, богатые люди, они помимо работы должны чем-то отвлекаться. И вот они, вот сейчас прям такой бум идет на триатлон, и из триатлона там и отдельный вот именно велоспорт. Сейчас вот был, ну, на Кипре, и там многие русские тоже остались на Кипре во время карантина. И очень-очень много народу ездит любительский спорт подтягивают, на велосипедах катаются. Вот даже были соревнования 14, по-моему, июля, если не нет, 14 июня, по-моему, на Кипре. И пришло там около 150 человек, в 7 утра мы выехали. И было, ну, реально круто. Там и маленькие, и старики, и женщины, и все, ну, занимаются этим видом спорта. Это круто. Мгм.
А вот вы живете на Кипре, то есть там занимаются, вот, то есть женщины, вот так вот, участвуют ли в профессиональных соревнованиях? Вот, Нет, на Кипре вообще в целом очень мало профессиональных спортсменов. Там ага, они, у них, по-моему, вот недавно на каких-то соревнованиях по какому виду спорта, на парусных лодках, что ли, они впервые заняли на Олимпиаде второе место, там серебро. м. И этому там парню и памятник поставили, и там граффити рисовали. То есть он такой, ну, крутой парень. И в основном все занимаются любительским спортом. Много народу плавает, бегает, и на велосипедах ездит. Ну, расскажите, пожалуйста, кто ваш любимый спортсмен? Не обязательно из велоспорта. Именно с велоспорта, потому что другими видами спорта, ну, я так редко смотрю. Ага. А вот именно в велоспорте у нас был спортсмен Денис Меньшов, он с Орла. Он Тур де Франс третьим заканчивал Джир де Италии, 2 раза выигрывал Вольту Испании, выигрывал, и такой титулованный парень, и он мой кумир по спорту и по жизни. Мгм. А вы с ним знакомы? Да, я знаком, и так получилось, что он уже 7 лет как мой тренер. Ничего себе. Опять-таки, возвращаясь к вопросу, да, велоспорта, почему у нас велоспорт не так популярен, как футбол или хоккей, например? Ну, футбол и хоккей, там больше пространства, да, в плане площадок у них много, а у нас, ну, шоссе же только, больше негде. Мы тренируемся же на основных трассах, вот по дороге, где ездят и машины. У нас погода плохая, в плане круглогодично невозможно заниматься. И поэтому, наверное, непопулярный. Нету возможности заниматься этим спортом, и люди не видят, что есть такой спорт, что им можно заниматься и зарабатывать на этом. Мгм. Вот Мгм. поэтому, я думаю, не очень популярен. Какие вы ставите перед собой цели? Вот вопрос к тому, что кем вы видите себя спустя несколько лет, возможно, там после спортивной карьеры? После спортивной карьеры я, наверное, в спорте, именно в велоспорте не останусь ни спортивным директором, ни там играющим тренером. Наверное, я полностью уйду от велоспорта, потому что я уже 18 лет отдал этому спорту на данный момент, и хотелось бы заняться чем-то другим. Мгм. А чем именно? Вот вы, то есть у вас уже есть какие-то задумки, возможно? Ну, об этом рано говорить, но, в принципе, если абстрагироваться, буду там вот этот футбольный манеж, да, как-то развивать, чтобы детишки занимались. Там есть другие бизнес-проекты, не относящиеся к велоспорту. Буду ими заниматься. Такой забавный вопрос. Вы позволяете себе съесть чизбургер и лечь почмак? Да, когда я домой приезжаю, мама всегда готовит вот это наши татарские мучные блюда. Ага. И, ну, и да, я ем, фастфуд, да, могу себе позволить там. То есть нет такого, что я там спортсмен, полностью углубился, диеты. То есть перед основными соревнованиями, конечно, там есть строгие диеты там за месяц, да, там за 2. А между ними вполне себе можно позволить. Ильнур, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь помимо спорта? То есть ваши увлечения, какие-то хобби, вот помимо велосипеда? В основном второе занятие после моей работы — это семья. Я постоянно нахожусь с семьей, потому что все время сборы, соревнования, и мы с ними не так часто видимся, как хотелось бы. И я провожу с ними все оставшееся время, а когда уже дети ложатся, там, с женой, там, поговорим, там, фильм посмотрим. То есть Мгм, такая жизнь. мгм, мгм. Ну, я с собой на высоту, на высокогорье всегда стараюсь брать семью. Вот, в принципе, взял сейчас с собой сюда, в Италию. Ну, им нравится. Тут вот, ну, красивые места, и
проводить с семьей очень круто. А вы сказали вот то, что вы строите для детишек, да, спортивную, так сказать, Да. площадку для занятия футболом. Значит ли это, что вы собираетесь вернуться в Россию вот когда-то там, не сейчас, допустим, а через несколько лет, или же вы сможете как бы этим заниматься, даже находясь в другой стране? Да я, во-первых, и не уезжал прям так, да, я уехал, можно сказать, по работе, а остаюсь я там, то есть у меня все дела там, вся семья там, в России, то есть. А на Кипре я, ну, большую часть времени, конечно, живу, но это и тренируюсь, и по работе. А после спорта, ну, я пока не знаю. У меня, в принципе, я и к Кипру привык, и с России точно не хочу уезжать. Ильнур, мы знаем, что вы участвовали в велогонке Тур де Франс в 2016 году. И то есть, чем она будет отличаться от вот этого года? То есть какие-то отличия есть или у них всегда вот стандартные правила, Я на ограничения? Тур де Франс 3 раза участвовал. Это, если Ага. объяснить, это 21 день соревнования, и каждый понедельник выходные, то есть 2 выходных и 21 этап. Мы едем Тур де Франс по всей Франции, и каждый раз маршрут меняется. То есть мы едем с точки А в точку Б, остановились в специальных командных автобусах, там покушали, помылись, приехали в отель, массаж там и там прочее. На следующий день мы стартуем поблизости, вот где мы Б закончили, приблизительно оттуда стартуем дальше. И вот так вот 21 день, и в итоге у кого меньше времени, тот и выиграл. Стартует 200 человек, и все время финиш у нас в Париже на Елисейских полях. И Мгм. вот мы там покатались, наградили, флаги показали и по домам, грубо говоря, вот так. Это Мгм. 21 день, но это такая огромная, большой промежуток жизни, кажется, потому что там и какие-то задачи у каждого, как в шахматы, там вот, допустим, сегодня надо там провести этого, там помочь, выиграть, чтобы он там не слишком устал, чтобы на следующий день был готов дальше бороться. Ну, то есть такая интересная жизнь, Мгм. гонка. Ильнур, мы желаем вам удачи в ваших соревнованиях во всемирно известной велогонке, да, и мы очень рады, что вот татарстанец, наш соотечественник, так скажем, достигает таких результатов. Это действительно очень круто. Мы Да, все желаем вам хорошо. удачи. Все, спасибо.